И жил бы сейчас Виктор, он писал бы совсем другие песни. Доброе утро, последний герой. Доброе утро, зверей, таких как ты. Доброе утро, последний герой. Здравствуй, последний герой. Вот мы сегодня гуляли, и я вспомнила, что сегодня как раз будет это мероприятие. И мы решили прийти послушать, присоединиться. А я была 2 года назад здесь, тоже случайно. Приезжала на велосипеде и услышала знакомые мелодии, остановилась. Мне кажется, вот 2 года назад было побольше людей. Требуют наши сердца. Требуют наши сердца. В этом году исполнится 30 лет со дня смерти Цоя в августе. Вот за эти 30 лет что в нашей стране поменялось? Хороший вопрос. Я не знаю, честно говоря. Не хочется политику затрагивать, если честно. А что не поменялось? Как раз мало что поменялось. Уже много лет один и тот же. А жизнь только слово, есть лишь любовь и есть смерть. Песни Цоя — это жизнь. Вся жизнь у них, вся философия у них. Именно жизненная философия. Все, что он переживал в тот момент времени, когда сам жил, сейчас переживаем мы. Хочется перемен, как всегда. Всем всегда хочется перемен. Перемен к лучшему. Дело в том, что история повторяется, мы опять вернулись в совок. В этом времени его бы задавили гораздо быстрее. Тогда было все-таки такая, знаешь, альтернативная свобода, которая еще могла позволить себе таких поэтов. Сейчас не может. Тогда разве его не прессовали и не давили? Нет, Я не нет. присутствовал, но мне кажется, что так, как сейчас, бы нет. То есть сейчас все гораздо хуже, чем тогда? Конечно, естественно, конечно. Я не люблю, когда мне врут, но от правды я тоже устал. Я ходила на голосование, но главное, скажем так, Филькина грамота меня спровоцировало то, что я пошла на голосование, написала нет. Потому что это, мне кажется, ну, так непорядочно по отношению вообще к людям. Если вы хотите принять какие-то конкретные изменения, то тогда выставить по пунктам, что я принимаю, что не принимаю. Как не было демократии, так ее и нет. Как Застой была не свобода, застой так она 2.0 осталась. легалайз. Наверное, знаешь, я считаю, поколение выросло, которое лучше, чем мы, которые родились в 80-е и в 90-е. У них больше возможностей, у них больше шансов, а наше поколение уже все. Я не знаю, каков процент сумасшедших на данный час, но если верить глазам Гилза, больше несколько раз. За эти 2 месяца очень сильно изменилось общество. Оно на самоизоляции стало очень сильно пить. Колоссально, беспробудно, безвылазно. Просто. Ты выходишь на кухню, но вода здесь горька, ты не можешь здесь спать, ты не хочешь здесь жить. Вы стоите, играете на гитаре, поете песни Цоя. Каких людей вы видите? Своих. Хороший ответ, мне кажется. Я люблю этих людей, потому что они любят песни Виктора Цоя. Я их люблю, я на них живу. Буду жить. Всем